Добрый день. В прямом эфире Якутия-24 продолжает работу. Это выпуск новостей. В студии Влад Давыдов. Коротко о главном. Кадровый вопрос. Новый врач-офтальмолог появился в Республиканской офтальмологической клинике в Якутске. Праздничные рейды. 37 пьяных водителей задержали столичные полицейские в начале января. 52 года якутской ГРЭС. Завтра, 10 января, станция отмечает день запуска. По данным оперативного штаба Якутии, за минувшие сутки выявлено 82 новых случая коронавирусной инфекции. Данные на ваших экранах. Из общего числа в Якутске 35 случаев, Верхоянский район 12, Среднеколымский 8, Мегино-Кангаласский 7 случаев, Нерангринский район 6, в других районах от 1 до 2 случаев заражения за сутки. Первый компонент вакцины получили 73% взрослых жителей республики. Решение кадрового вопроса, кадровой нехватки врачей узкой специализации по республике – один из приоритетных в Якутии. Недавно в Алдане появился долгожданный врач-офтальмолог. Специалист-хирург того же направления теперь принимает пациентов и в Республиканской офтальмологической клинике в Якутске. Репортаж Надежды Саханской. Надежда Николаевна, здравствуйте. Меня зовут доктор Стефан. Я буду вашим лечащим врачом. Мы сейчас посмотрим ваши глазки и решим, что будем делать дальше. Ставьте, пожалуйста, подбородок. Посещать врача-окулиста нужно регулярно. Это позволит заметить симптомы начинающихся заболеваний и своевременно принять меры. Эксперты отмечают, что не реже 1 раза в год нужно проверять и зрение. Так, в Якутской офтальмологической больнице теперь работу с пациентами проводит новый специалист с достаточно интересной биографией. Стефан Георгиев – этнический серб, и в нашей республике он оказался по нетривиальной причине. Мне был очень интересен формат выездных командировок. То есть, в принципе, выезды в УУСы, где остаешься сам один на один с проблемами и со сложными пациентами. Это достаточно интересный формат. В целом, учитывая свое происхождение, Стефан считает себя русским, так как основной период его сознательной жизни прошел в Москве. Вот уже 9 лет он трудится в сфере медицины, и новой ступенью в его карьере стала работа в нашей республике. Меня шокировали, конечно, якутские морозы, но я к ним был готов, в принципе, так что пока справляемся, так скажем. Также приезжий специалист на постоянной основе теперь появился и в Алдане. Врач-офтальмолог из Бурятии Евгения Дамдинова оказывает помощь как взрослым, так и детям. Ежемесячно в Алдан отправлялись в командировку специалисты из Якутска. Теперь в городской поликлинике врач-офтальмолог ведет прием на постоянной основе, который оказывает и плановую, и экстренную помощь. Вот надо отметить, что в наш филиал в городе Алдане приехал новый специалист из республики Бурятия. Мы очень долго ждали, когда появится постоянный специалист-офтальмолог в филиале, потому что нам приходилось ежемесячно командировать специалистов из города Якутска. И понятно, что это доставляло дополнительные хлопоты как самим врачам, так и постоянно пациенты задавались вопросом, когда приедет постоянный специалист. Поэтому мы отработали этот вопрос. Специалист приехал, с декабря уже работает, условия все созданы, мы обеспечиваем и жильем этого специалиста, и теперь она оказывает всю необходимую офтальмологическую медицинскую помощь в первичном звене для населения всего района. Такие кадровые обновления – одно из нескольких событий в рамках прошедшего года здоровья в республике. Так, по программе «Земский доктор» вакантные места для специалистов-офтальмологов числятся в больницах арктической зоны республики, которые ждут профессионалов своего дела из различных регионов России и не только. Надежда Саханская, Владимир Павлов, Якутск. ГИБДД проводит профилактические рейды. 37 пьяных водителей задержали столичные полицейские в новогодние праздники. 5 из них не имели водительских прав, а 4 сели за руль повторно в состоянии опьянения. Инспекторами дорожно-патрульной службы во время усиленного варианта несения службы было задержано и отстранено от права управления
37 водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Из них 5 водителей не имели водительского удостоверения, и также 4 человека отказались от прохождения медосвидетельствования. Ну и также 4 человека уже сели за руль повторно. Праздничные выходные у нас закончились, и эта неделя у нас предвещает, опять же, более-менее благоприятную погоду, но все равно не стоит забывать соблюдать безопасную скорость движения и также дистанцию до впереди идущих транспортных средств. Ну и не делать резких маневров и торможения. В правительстве накануне состоялся брифинг на тему бродячих собак. На ряд важных вопросов ответил вице-премьер Михаил Никифоров. Было отмечено, что с 2014 года указаны отдельные госполномочия по обращению с животными без владельцев законодательно закреплены за органами местного самоуправления муниципалитетов. На это им ежегодно направляются субвенции на ведение данных полномочий. К примеру, в прошлом году УЛУСам было направлено от республики 60 миллионов рублей. Дополнительно в течение года направлены субвенции Алданскому району, Аллайховскому, Амгинскому и дважды городу Якутску в общем объеме 28 миллионов рублей. За прошлый год, 2021 год, на территории республики всего отловлено более 5700 животных без владельцев. Хотел бы отметить, что из них по городу Якутску отловлено всего 3157 животных без владельцев, в том числе из них стерилизовано 1002 животные, кастрировано 861, маркировано 3157, вакцинировано 2251 и возвращено в среду обитания 1433 животных. Завтра, 10 января, 52-летие отмечает якутская ГРЭС. В 1970 году был произведен в этот день пробный пуск газотурбинной установки, положившей начало современной энергетической промышленности в республике. Сегодня мощности ГРЭС-1 и ГРЭС-2 хватает на обеспечение электричеством всего региона. Всего на предприятии работает более 400 человек, при этом специалисты трудятся круглые сутки, без праздников и выходных. К слову, в ноябре этого года 5-летие отмечает и ГРЭС-2. 330, да, установленная мощность, практически 9 УЛУСов мы покрываем полностью, да. Еще работаем в энергетической системе Востока, да, с 2018 года. Дальше уже там к 30 году будет еще одна станция, уже вторая очередь на ГРЭС-2 строится. То есть, в принципе, вот этот баланс необходимой электроэнергии поддерживается, чтобы покрыть полностью все потребности республики. К другим новостям, житель Нерингри собирается запустить в городе оздоровительный проект по правильному питанию, рассказывает Ирина Кичигина. К 40 годам Дмитрий Трубеев стал замечать, что у него начались проблемы со здоровьем. Тогда он решил кардинально изменить свой образ жизни. Для этого первым делом поменял свой рацион питания, отказался от алкоголя и перешел на употребление растительной пищи, орехов и проросших зерен. Удивление было таково, что через год я очень сильно оздоровился, вес упал. Болезни все поуходили, без лекарств, без врачей. То есть я счастлив, стал бодр, моя жизнь поменялась, начал ходить в спортзал. Испытав на себе эффект правильного питания, Дмитрий осознал необходимость делиться своими результатами с широкой аудиторией и помогать людям стать более здоровыми. Для этого решил запустить оздоровительный проект «Благодар», в котором планирует выпустить фитобоксы, которые будут включать в себя морсы из якутских ягод и трав, сушеные фрукты и проросшие зерна подсолнуха, гречки, пшеницы. Семья Дмитрия полностью разделяет его начинания. В рационе каждый день стараемся использовать как можно больше фруктов, овощей, не использовать мясо, потому что мы его не едим, в редких случаях курица, рыба. То есть я поддерживаю его начинание конкретно в «Благодар», в его проекте, буду ему во всем помогать, думаю, что у нас все получится. С малых лет и дочь приобщается к здоровому образу жизни. Все самое вкусное достается ей. У нее есть свои любимые блюда из рациона родителей. Больше нравится, мама делает печеньки такие, они состоят из простокваши, изюма и геркулеса. Они очень вкусные. Когда мама их делает, я всегда съедаю их сразу.
Дмитрий уверен, что продукт, который он планирует выпустить на прилавки магазинов, по своим полезным свойствам и качествам позволит достичь максимального оздоровительного эффекта. И это приведет к увеличению продолжительности и повышению качества жизни любого, кто этого пожелает. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нерюнгри. Более 20 фотозарисовок, 2 месяца подготовки, реалистичные гримы, работа над точностью образов. Актеры Русского драматического театра имени Пушкина в Якутске предстали в образах знаменитых героев произведений Федора Достоевского. И все это для выставки к 200-летию писателя. Сюжет нашего корреспондента Мадины Халиковой. Долгорукий, Сонечка Мармеладова, Раскольников, старуха-процентщица. Многим герои нетленных произведений Федора Достоевского знакомы со школьной скамьи. При чтении ими проникались, переживали эмоции, вдумывались в детали и в особенности характеров. Примерить на себя эти образы решили актеры Русского драматического театра. Но изобразить их не в привычной для артистов обстановке на сцене, а на фотопортретах. Идея давно витала в воздухе. Мы до этого тренировались на других фотопроектах. Потрогать, прикоснуться к произведению, сделать, как точно выразился Эдвард Скупшис, зарисовки на персонажей. На выставке представлено более 20 фотокартин. Отдельный стенд посвящен произведению «Преступление и наказание». Удалось ли актерам передать образы и насколько точно изображены герои, судить, конечно, зрителям. Кроме того, открывает экспозицию портрет самого Федора Михайловича в исполнении директора театра Александра Лобанова. Какая-то определенная, скажем так, какой-то груз, он присутствовал в любом случае, но надо отдать должное, то, что у нас, знаете, когда вот все-таки команда проекта, их там несколько человек было, и у нас были варианты, кто же в итоге, почему-то вот жребий пал на меня быть вот в образе Федора Достоевского. Сказали, что похож. Я надеюсь, что действительно этот проект придется по вкусу. Да, это своего рода, скажем так, первый шаг к Достоевскому. Ну, а там увидим. Появятся ли в репертуаре Русского драматического спектакля по произведениям Достоевского, пока остается интригой. А вот увидеть любимых актеров в образах знаменитых героев можно до конца театрального сезона. Мадина Халикова, Артем Алексеев, Якутск. Начинается череда календарных праздников в Доме дружбы народов имени Кулаковского в Якутске. Накануне состоялся первый большой рождественский праздник под названием «Узорчатая россыпь рождественских даров». Жители и гости столицы собрались, чтобы отметить святочные дни. Со словами поздравлений к зрителям обратился настоятель Спасского мужского монастыря города Якутска иеромонах Иоанн Калугин. В торжественном концерте приняли участие именитые коллективы города, народные ансамбли «Русь», «Ярилов день», «Сюрприз», «Тетрис», народный хор «Русская песня Раздолье», симфонический хор Якутской филармонии и многие другие. Автор проекта Марина Павлова. Ансамбль потомков государевых ямщиков «Ямские бубенцы» в этом году работает 9-й год. Тоже хорошая дата. И мы исполняем только те песни, которые пели наши предки. Вот в течение 280 лет проживания с якутским населением в нашей республике. Ровно 280 лет будет в следующем году, как наши предки освоили якутские земли, стали жить с якутским народом. Мы все знаем якутский язык, но поем свои народные песни. Катерина, капитанша, подай ручку, не хочу. Доля моя, подай ручку, не хочу. Таковы новости к этому часу. Следующие выпуски в 3 часа и в 6 часов вечера. До встречи на Якутии 24.